Добрый день! В эфире программа «Беремес Уйдемес». В период карантина мы поднимаем настроение беседой с интересными людьми. Я Наталья Райм, и сегодня моей онлайн-гостьей будет телерадиоведущая Диана Снегина. Диана, приветствую! Приветствую, Наталья, приветствую всех зрителей 31 канала. Диана, знаю вас как человека, у которого всегда миллион проектов. Как усидели вы в карантине? Или вы дома продолжаете работать? Ну, конечно же, я продолжаю работать, без этого никак. Я точно сидеть не могу на месте. И у меня сразу несколько параллельных проектов. Где-то я участвую как бренд-амбассадор, где-то как медийная личность. Сейчас я планирую свой собственный один проект совместно с партнерами, очень высокими профессионалами, которым я абсолютно доверяю. Так что у меня планов, как говорится, громадье. Многие казахстанцы пренебрегают правилами, выходят на улицу, детям разрешают играть во дворе. Как вы своим детям объясняете, что нельзя гулять? Вы знаете, Наташенька, но вот здесь я, наверное, буду оригинальна или, может быть, не оригинальна, потому что я все-таки со своими детьми гуляю там, где нет людей, стараюсь, по крайней мере, и выбирать именно то время суток, когда нет такого сосредоточения, да, людей, потому что я абсолютно убеждена, что вирус более устойчив как раз-таки в замкнутом, спертом пространстве, а на свежем воздухе он более беспомощен. Ну, при условии, конечно же, соблюдения контактности с другими людьми. Все о вирусах от экспертов. В приложении «Доктор онлайн» от Билайн можно получить своевременную консультацию у компетентного врача. Услуга бесплатная. Помогаем, вдохновляем и делаем это с радостью. Билайн. Живи на яркой стороне. Диана, а какая вы мама? Строгая или добрая? Ну, это, наверное, лучше, может быть, у моих детей спросить. Я, конечно, за некоторые каноны дисциплины, точнее, самодисциплины, но в целом, как мне самой кажется, я все-таки больше добрая мама, не знаю. Я знаю, что у вас два сына и доченька Таисия. Вот как ласково вы называете своих детей? Вы знаете, Наташенька, всех животных я перечисляю, как правило. Особенно, когда бужу по утрам, это и котенок, и зайчонок, и тигренок, и лев, а также мой герой, моя королева, моя красавица. Ну и, естественно, уменьшительно-ласкательный, без этого я тоже не могу. Это Илюша, Богданчик, Таечка. Диана, а познакомьте нас вот с теми детьми, которые рядышком с вами сейчас. Ну, рядышком со мной сейчас здесь Таечка. Таюсь, иди сюда. Она лежит тут на кровати в телефоне. Вот, я не знаю, Таисия, видно. приветствую. Здравствуйте. Таисия, как дела? Как настроение? Хорошо, все отлично. Все отлично. У нее все хорошо, слава богу. Радуется жизни, веселится, рисует, тоже свои проекты какие-то делает. Сейчас все школьники перешли на дистанционное обучение. Многие родители и дети жалуются на сложности нового формата. Как в вашей семье проходит школьный процесс? Ну, в нашей семье проходит следующим образом. Во-первых, мальчики сами делают уроки. Ну, а с Таечкой там либо братья помогают, либо я подключаюсь, когда нужна тяжелая артиллерия, либо она сама справляется. Дети вообще лучше меня знают, что делать, и, к счастью, у нас нет нервотрепки, с уроками нет истерик каких-то там. Это единственный пробел у нас. Мне кажется, это мы пока что еще не вошли, не вернулись к старому режиму, да, иногда спим до 10, да, бывает, такое есть у нас. Вот. Но мы стараемся вернуться, конечно же, к этому, потому что вот здесь как раз-таки важна дисциплина и самодисциплина. Таисия, а вот самой тебе как нравится учиться из дома? Или ты все-таки предпочла бы ходить в школу, как и раньше? Ну, мне все-таки нравится в школе, потому что там можно, во-первых, пообщаться с друзьями на переменах. Можно больше узнать, чем дома. Там все объясняют, внятно, понятно. Ну, мы будем верить, что очень скоро закончится карантин, поэтому иди делай домашнее задание, Таечка. Она уже сделала, кстати, беги, доченька. Диана, вот вы та самая ведущая, которую невозможно не узнать по голосу. Было время, вы будили по утрам миллионы казахстанцев, а в прайм-тайм рассказывали интересные истории. Скажите, скучаете по радиоэфирам?
Наташенька, вы знаете, радио — это как раз одна из немногих профессий и любимых дел, на мой взгляд, которые остаются с человеком на всю жизнь. То есть это любовь на всю жизнь. И без радиоэфира не скучать просто невозможно. К счастью, я преподаю в школе радио, передаю свой опыт своим любимым студентам, и где-то, может быть, радиоэфир мне сейчас заменяет Инстаграм-эфиры, эфиры в Фейсбуке, но без радио я не могу жить, потому что это постоянные сны, причем сны страшные, когда тебе нечего сказать, и ты в эфире сидишь и не знаешь, что же тебе нужно сказать. А где же песня, которую ты приготовил? А почему ты вообще ее не приготовил? То есть это такие кошмарные сны, которые, кстати, снятся многим радиоведущим тем, что немножечко отошли от дел. Но я все-таки надеюсь вернуться в радиоэфир, потому что я жить без этого не могу. Flash Up Energy – это безалкогольный энергетический напиток, позволяющий оставаться бодрым и энергичным весь день. В состав Flash Up входят кофеин и таурин, а также комплекс витаминов В и витамин С. Благодаря своим тонизирующим свойствам Flash Up обеспечивает не только прилив сил и энергии, но и заряжает на прогресс. Оставайся энергичным, оставайся дома с Flash Up Energy. Вы признаны известной радиоведущей «Бизнес-трибьют» и «Женщиной года» по версии «Космополитен». Но звездной болезни я никогда за вами не замечала. Это воспитание или вы уже переболели? Да вот я не помню, чтобы у меня были какие-то звездные заходы такие. Нет, я, наверное, знаете, есть немножко, знаете чего, Наташенька? Когда ты привыкаешь к тому, что тебя узнают, и что люди к тебе благосклонно относятся, лояльно и так далее, наверное, к этому привыкаешь. И когда люди начинают, ну, может быть, какую-то гадость где-то пишут в интернете, не без этого же хейтеров хватает или еще что-то, тогда, наверное, внутри какой-то диссонанс, что ли, возникает. Но вот таковой звездной болезни, о которой вы говорите, к счастью, у меня нет. Я не знаю, воспитание это или что, но, слава богу, вот мне кажется, Бог просто миловал меня от этого. Вот вы очень активны сейчас в Инстаграм, постоянно проводите прямые эфиры с интересными личностями, психологи, коучи. Раскройте секрет, что готовите для своих подписчиков, для казахстанцев. Я планирую серию прям такую, знаете, эфиров с известным астрологом Гульнурой Зейнур, потому что она просто кладезь знаний, и я хочу, чтобы эти знания, чтобы ими обладали все люди, потому что она такой щедрый человек, она готова этим делиться. Вот. И второе, я серьезно увлеклась эфирными маслами, к которым я вообще всегда питала слабость, потому что их следы ведут в глубину веков, и ладан еще, по-моему, в Ветхом Завете упоминался, и в Египте, еще в 4 тысячелетии до нашей эры. Это связано как раз-таки, наверное, вот с карантином, да, и с вот этими чрезвычайными положениями, со здоровьем, потому что очень важно оздоравливать себя, оздоравливать своих детей и, конечно же, ту территорию, на которой мы живем. У меня вот позади диффузор стоит, и, я не знаю, видно вам, да, или нет. Я наливаю водички, капаю маслица, и когда, допустим, мы собираемся ложиться спать, я обычно ставлю в каждой комнате, капаю лаванды, она успокаивает, и на подушку каждому ребенку тоже капаю. Иногда пройдусь там вот здесь, вот что-то там мазну тихонечко. Когда мне нужно взбодриться, я капаю лимон, апельсин какой-то, особенно перед прямыми эфирами, чтобы был ясный ум, чтобы там чайное дерево можно, чтобы я соображала хорошо. Ну и, конечно же, для нашей с вами красоты, Наташенька, потому что любой крем возьмите, абсолютно любой, неважно, дорогой он или дешевый, если вы капнете немножечко масла эфирного, это буквально меньше капли, наверное, то оно усиливает свое воздействие и проникает намного глубже. И я очень хочу сделать вот тоже какой-то ряд эфиров, связанных с эфирными маслами, чтобы поделиться этими знаниями со своими подписчиками и вообще с людьми, кто серьезно относится к своему здоровью, здоровью своих детей, потому что это очень важно. Вот если человек выходит на улицу, сейчас нет практически нигде обычных масок, которые аптечные, да, чаще всего люди сами шьют. Вот какое масло нужно капнуть, если ты идешь, допустим, в магазин за продуктами или идешь в аптеку? Какой состав вот этих масел нужен? Кстати, вы очень хорошо заметили, Наташенька, именно, да, масло, оно очень хорошо помогает в этом случае. Можно капнуть, например, масло ладана. Почему? Потому что оно противовирусное, противовоспалительное, противогрибковое.
Ну и вообще масло ладана, вы знаете, да, это такое волшебное масло. Диана, а что вы сделаете в первую очередь, когда закончится карантин? В первую очередь, Наташенька, я пойду на работу. Честное слово, просто в офис. Вот сейчас мне звонил, кстати, наш генеральный Ирлан Имбердиев. Мы с ним разговаривали. Я соскучилась по работе. Я просто хочу пойти в офис, в свои стены любимые, полистать журналы еще раз, так вживую почувствовать этот глянец. Ну пусть все эти мечты и все планы обязательно сбудутся. Спасибо вам за отличный разговор. Желаю вам, Диана, творческих успехов и берегите себя и своих близких. Спасибо взаимно и будьте оптимистичны и позитивны всегда. Спасибо. С вами, дорогие телезрители, я тоже прощаюсь. Оставайтесь дома. Карантин, он не вечный.